День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за всем, что происходит у нас в республике и за ее пределами. И сегодня, завершая неделю и подводя ее итоги, мы расскажем вам о самых интересных событиях и, конечно, людях, с которыми нам удалось встретиться и пообщаться. Вы смотрите итоговую программу «Якутия. День за днем». Меня зовут Иван Лазаренко, и вот о чем мы расскажем вам сегодня. 800 населенных пунктов из 60 стран. Событие планетарного масштаба «Тотальный диктант» прошел в столице региона. Знаете, я считаю, «Тотальный диктант» очень интересный, правильный, своевременный. И что мне особенно импонирует, по-настоящему народной инициативы культурной. Новый крупный промышленный объект шахта «Восточная Денисовская» начала свою работу в Нерюнгринском районе Якутии. Работники компании «Колмар». Хочу вас поздравить с открытием шахты «Восточная Денисовская». Ура! Последняя надежда наконец-то получить ключи от долгожданных квартир. Как решается проблема обманутых дольщиков у нас в республике? Оформил договор долевого строительства в 2013 году. Прошло 8 лет, но пока мы видим только свайное поле. Как связаны Якутия и Гагарин? В преддверии Дня космонавтики мои коллеги посетили родные места легендарного человека, первым покорившим космос. Но прошла минута, вторая, третья, отделение не происходило. Началась сильная закрутка корабля. Самый динамично развивающийся регион Дальнего Востока. Расскажем о развитии IT-индустрии Якутии за последние 20 лет. Мы планируем масштабировать уже наш проект по России, мы к этому готовы. Мы проводили конкурентный анализ, рыночный анализ и уже произвели стратегию по дальнейшим действиям. Заслуженное золото якутских бойцов. В столице завершился чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе К1. Разрешены, в отличие от других разделов, удары коленями, а также удары руками с развороту. Начнем с официальной повестки. Илтумен дал согласие главе Якутии на назначение первых вице-премьеров и уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера. Кандидатуру Дмитрия Берникова на назначение на должность первого заместителя председателя правительства Якутии поддержали 39 народных избранников. Против 9, воздержались 4. За назначаемого на должность первого заместителя председателя правительства Якутии Дмитрия Садовникова дали согласие 50 парламентариев. Воздержались 2 народных депутата. Курируемые вопросы те же, которые курировал Алексей Засимович Колодезников. Это работа Министерства транспорта, Министерства ЖКХ, Министерства экологии, охраны природы, Госкомснрек и Государственное управление Стройжилнадзора. Работа необъятная, колоссальная. Сегодня в плане стоит прохождение и окончание отопительного сезона. Также депутаты утвердили кандидатуру Константина Робика на должность уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в республике. Решение поддержал 51 депутат, воздержался 1. Но вместе с тем не только работа уполномоченного предусматривает то, что решение частных проблем, да, это и необходимо проводить анализ заявлений, обращений, анализ законодательства с тем, чтобы системные вопросы, где нарушаются права коренных малочисленных народов Севера, оставить их решение перед правительством, перед народными депутатами, перед федеральными органами государственной власти. Но одним из главных событий уходящей недели, безусловно, стал тотальный диктант. Вчера на 152 площадках региона якутяне смогли принять участие в этой всероссийской акции. Из них 24 находились в столице республики. Как все было организовано и как прошел диктант, в материале Дмитрия Тымырова. Якутск 8-й год подряд принимает участие в этой акции, но в этом году он гордо носит звание столицы тотального диктанта. Это стало возможным благодаря онлайн-голосованию, которое прошло в конце прошлого года на официальной странице мероприятия. И вот сегодня на 152 площадках региона якутяне смогли принять участие в этой акции, из которых 24 находились в столице региона.
Сегодня традиционно Национальная библиотека Республики Саха-Якутия приняла участие во Всемирной просветительской акции «Тотальный диктант». Мы участвуем в этой акции с 2013 года, начинали совместно с Северо-Восточным федеральным университетом. И традиционно, конечно, на наших площадках пишут очень много людей диктант, это более 300 человек каждый год. Ну а главной площадкой тотального диктанта стал Дом дружбы народов имени Кулаковского. Здесь было открыто сразу 3 зала, где можно было писать диктант. Мы выдаем бланк и ручки. Планшеты выдаются на главной площадке для удобства написания диктанта. В этом году организация проведения диктанта проходит в новом формате. Если раньше участники вначале слушали инструктаж, а после приступали к написанию текста, то в этот раз организаторы решили полностью погрузить участника в сюжетную линию текста. Так, в начале каждый участник диктанта посмотрел короткометражный фильм. Спасибо тебе большое, Левочка. В этом году диктатором, как и положено столице тотального диктанта, стал сам автор текста, писатель Дмитрий Глуховский. Когда мне предложили написать текст тотального диктанта, поставил перед собой задачу создать такой текст, который всех очень разных участников этого проекта не разъединял бы, а объединял. И вне зависимости от их места проживания, основного языка, политических взглядов, чтобы они могли, написав этот текст, почувствовать свою общность. Тема текста диктанта этого года, по словам самого автора, это тема межпоколенческого наследия, самореализации и отношения взрослых с молодежью. Так в фильме рассказывается история маленькой девочки Тани, которая впервые в жизни идет на море с отцом, где она для себя узнает о том, что вся жизнь когда-то заканчивается смертью. И вот после просмотра короткометражного фильма продолжение истории маленькой Тани участники акции узнают, написав текст диктанта. В этом году желающих написать диктант стало в разы больше. Почти каждый второй – это новый участник. У всех разные причины, почему они решили стать участником акции. Я пришла в первый раз, решила попробовать. Со времени окончания школы очень много прошло времени, решила проверить свои знания, насколько оно сохранилось. Мы пришли всем 9 Б-классом сюда, половина класса пришло, чтобы тотальный диктант подписать. А как часто принимаете в подобных мероприятиях? Про других не знаю, но я сам очень редко так хожу. В прошлом году принимали участие? Нет. Меня пригласила моя учительница по русскому языку. Мы тут с классом пришли. Как часто принимаете участие в тотальном диктанте? Первый раз. А почему решили принять участие в этом году? Потому что, наверное, во-первых, автор сам читает текст, поэтому. И мне очень нравится этот писатель. А вот якутяне, которые ежегодно принимают участие в этой акции, у них другая цель. В основном это улучшить свои предыдущие результаты. В прошлые года у меня были хорошие результаты. Я решила попробовать и в этом, посмотреть. Может, еще лучше. Может, удастся пройти куда-нибудь в топ, испытать себя. Тотальный диктант посещаю практически каждый год. Вот недавно смотрела сериал «Топи», где как раз автор диктанта сценарист, поэтому решила поучаствовать. Оценку в этом году планируете? Я хочу на 4. Пока точные цифры, сколько человек приняло участие во всероссийской акции в республике, нет. Это будет известно позже. Ну а мы точно знаем, что Дальний Восток традиционно дает старт акции и передает ее Сибирскому федеральному округу. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. Еще одно важное событие недели. Угледобывающая компания «Колмар» запустила крупный производственный объект – современную и высокотехнологичную шахту «Восточная Денисовская» в Нерюнгринском районе Якутии. Мощность шахты составит 4 миллиона тонн угля в год, срок выработки 37 лет. Все подробности далее расскажут мои коллеги. Первый уголь из запланированных 4 миллионов тонн из шахты «Восточная Денисовская» уже пошел на грузовики. 9 апреля в Нерюнгри открылась новая угледобывающая шахта «Восточная Денисовская». Шахта Денисовская Восточная стала третьим крупным промышленным объектом угледобывающей компании «Колмар» на территории Нерюнгринского района. При выходе на полную мощность в шахте ежегодно будут добывать до 4 миллионов тонн угля.
Какая мощность у этой шахты и какие там запасы угля, нам рассказал главный инженер шахты Восточно-Денисовской. Давайте послушаем, что он нам рассказал. Мы хотим выйти на 4 миллиона тонн в год добычи угля, провести еще порядок подготовки выработок на дальнейшее развитие, ко второй очереди на пласт Д-15. Параллельно с этим вести подготовку выработок еще для 2-3 очистных забоев. Это крупнейший проект, угольный проект в России сейчас, который развивается в настоящий момент. У нас таких объектов на территории республики 2. Сейчас нашу республику выводят вообще на первые строчки по объемам добычи, конечно, по налоговым тем доходам, которые получает бюджет республики, позволяет огромную социальную программу проводить. Ну и, конечно, для тех новых работников, расширяющихся производств, это еще и возможность для Нерюнгринского района и для города Нерюнгри вырасти количественно, вширь и, конечно, построить ту среду для человека, которая будет отвечать тем самым современным требованиям и стандартам. Это, конечно, огромный социальный эффект. Компания «Колмар» – ключевой резидент территории опережающего развития Южной Якутии. В этом году в Нерюнгринском районе наблюдается динамика прироста населения благодаря интенсивному развитию компаний в районе. Шахта «Восточная Денисовская» является одним из этапов реализации грандиозного угледобывающего проекта компании «Колмар» на территории Южной Якутии. Проект, который реализует «Колмар», это комплексный проект, который значим не только для Якутии, для всего ДФО. Как уже сообщалось ранее, в него включен также порт, который строится в Хабаровском крае. Поэтому это большое движение, очень важное и необходимое Дальнему Востоку. Уже сейчас на новом объекте трудится более 600 сотрудников, и их количество с каждым новым этапом работы будет увеличиваться. Компания «Колмар» берет на себя и социальные обязательства, в том числе и по обеспечению сотрудников квартирами. Я надеюсь, что мы к Дню шахтера уже первые семьи компании будем заселять, давать ключи от первого дома. Поэтому все по плану, как планировали, в принципе, все свои сроки, несмотря на пандемию, делаем. Коксующийся уголь из Южной Якутии широко востребован в Китае и Японии. Он идеально подходит для металлургической промышленности. Уже сейчас у компании заключены большие контракты с этими странами и ведутся переговоры с представителями Индии и Малайзии. Запасы угля в границах горных работ составляют 169 миллионов тонн. Срок отработки 37 лет. Это значит, что в течение 37 лет сотни людей будут обеспечены работой, а в республиканский бюджет будет пополняться за счет налоговых отчислений. Работники компании «Колмар», хочу вас поздравить с открытием шахты Восточно-Денисовской. Ура! 2, 1. Пуск. Горный диспетчер, Лаву разрешает. Анатолий, запускаем. Нажимаем кнопку. Ленточная цепочка 1400. Бригадир Алексей Анатольевич, запускай комбайн! Понял, запускаю. Запускай комбайн! Я от всей души поздравляю и всех шахтеров, и всех жителей Нерюнгри, и всех причастных к этому событию, потому что действительно открытие новой шахты – это открытие новых рабочих мест, а значит развитие не только города, но и, наверное, всего Нерюнгринского района. Ну и это, конечно, большое событие для нашей республики. Сейчас мы ненадолго прервемся, смотрите далее в программе. Как развивалась IT-отрасль региона последние 20 лет. В столице завершился чемпионат и первенство России по кикбоксингу.
Мы продолжаем программу. Глава Якутии подписал указ о стратегических направлениях укрепления здоровья жителей республики. Согласно документу, до 2030 года в регионе объявлено десятилетие здоровья. В качестве приоритетов названо формирование ответственного отношения к своему здоровью как к норме жизни, развитие генетики, обеспечение медицинской сферы квалифицированными кадрами, развитие науки и цифрового здравоохранения. Также поставлена задача обеспечить всех якутян профилактическими медосмотрами, проводить всеобщий скрининг онкологических заболеваний, создать школы правильного и здорового питания. Особое внимание в документе уделено созданию условий для регулярной физической активности и занятий физкультурой, а также доступности санаторно-курортного лечения. Конечно, огромное место мы там уделили вопросам цифровизации. Цифровизации, перехода. И вот там, конечно же, начиная от создания биобанка, мы считаем, что вот мы должны все-таки идти в области медицины больше в сторону персонализированной медицины, в области более таких персонализированных данных по вопросам профилактики, реабилитации и других направлений, которые очень важны сегодня, в том числе и даже медицинской генетики. Здесь, конечно же, без цифровизации, без работы с высокотехнологичным бизнесом нам никуда. И мы очень надеемся, что в этом направлении мы в ближайшие годы достаточно серьезный прорыв сделаем. До конца 2022 года планируется проложить 4000 километров магистральных линий волоконно-оптической связи на территории арктических районов Якутии. Высокоскоростной интернет придет в Момский, Верхнеколымский, Среднеколымский и Нижнеколымский улусы. До 2023 года предприятие «Импульс» планирует протянуть линии связи еще в 7 районах Якутии, заявил советник генерального директора компании Георгий Тирон. Всего же с 2013 года в Якутии проложили более 10 тысяч километров волоконно-оптических линий связи. В 2020 году начала работу первая в России ВОЛС за полярным кругом, протянута к селу Оленек, к центру Оленекского улуса. Строительство волоконно-оптических линий связи – это часть мероприятий государственной программы «Инновационное и цифровое развитие» в Республике Саха-Якутия, которая была принята в 2019 году по инициативе главы республики Айсена Николаева. Ну а далее еженедельная рубрика «Якутия 20 лет в 21 веке», где мы подводим итоги первых 20 лет Якутии в новом тысячелетии. Рассказываем о ключевых достижениях региона в самых разных сферах. И сегодня мы расскажем о развитии IT-отрасли в республике. История развития и возникновения понятия IT-предпринимательства в Якутии берет свое начало с конца 90-х годов, когда в республике начали активно пользоваться сетью интернет. За это время создавались и появлялись различные компании, но из-за низкого уровня развития рынка, дороговизны интернета, кадрового дефицита многие из них просто закрывались. И вот спустя 20 лет IT в Якутии начала подниматься на ноги и сегодня считается одним из самых перспективных и передовых направлений в экономике. 29 декабря 2018 года в регионе впервые на Дальнем Востоке открыли парк высоких технологий. Якутия будет делать упор на инновационное цифровое развитие, на создание потенциально очень крупной отрасли экономики в будущем, но которая уже сегодня вносит свой очень большой вклад в развитие вот именно того креативного класса, который нужен для развития и республики, и нашей страны. Недавно одним из своих первых таких глобальных указов я в ноябре подписал указ о инновационном и цифровом развитии Якутии, одним из проявлений которого является IT-парк, в котором мы сегодня все здесь присутствуем. Сегодня региональный IT-парк можно считать центром будущего, в котором создаются инновационные проекты. Именно здесь созданы все условия для развития своего IT-бизнеса. А для начинающих стартаперов здесь работает акселерационная программа B8, благодаря которому можно получить и развивать свой IT-проект. Программа B8 обучила нас дисциплинированному предпринимательству. То есть это дало нам понять наше ядро бизнеса. И были менторы, эксперты в своей области, которые помогали нам реализовывать наши идеи и планы. Рабочие инструменты, например, бортовой журнал, которым мы пользуемся до сих пор, очень полезный инструмент. Мы еженедельно записываем наши гипотезы, задачи, которые должны выполнить на этой неделе. Это помогает нам более реально представлять картину нашей деятельности.
Если рассказать немного о компании MyPoint, то они разработали свой проект во время пандемии коронавируса. И за год работы, благодаря акселерационной программе B8, поднялись на более высокий конкурентный уровень. На самом деле доход компания начала приносить уже с первого дня работы, потому что мы предоставляем работу людям, которые занимаются курьерскими доставками, и берем небольшой процент от суммы доставок. Поэтому доход шел сразу, и учитывая, что у нас сейчас пандемия, и вопрос по доставкам сейчас наиболее актуален, доход растет. Мы планируем масштабировать уже наш проект по России, мы к этому готовы. Мы проводили конкурентный анализ, рыночный анализ и уже произвели стратегию по дальнейшим действиям. Еще один проект, который поднялся благодаря поддержке регионального IT-парка, это проект онлайн-площадок для обмена образовательными программами. Наш проект берет начало с октября 2019 года. То есть мы изначально хотели разработать систему, которая собрала бы в одной платформе различные образовательные организации. И с наступлением пандемии мы пересмотрели свой проект и решили добавить функционал для того, чтобы проводить активности в онлайн-формате. Данный проект за год своего существования зарекомендовал себя с лучшей стороны и теперь активно сотрудничает с различными региональными ведомствами. В прошлом году мы, как я уже говорил, провели 3 пилотных проекта. И первый пилотный проект – это онлайн-лагерь для детей. В условиях пандемии мы провели одну смену, охватили 22 района Республики Саха-Якутия и приняло участие порядка 350 детей. Это была первая смена. Далее следующие пилотные проекты – это проведение онлайн-фестивалей «Идеи, технологии руками» совместно с РРЦ «Юные якутяне» и Северо-Восточный федеральный университет. Провели 2 крупных фестиваля. Вот так, благодаря региональному IT-парку, молодые стартаперы за короткое время могут развить свои проекты. Только за прошлый год выручка якутских IT-компаний составила порядка 2 миллиарда рублей. За 10 лет количество IT-компаний в республике выросло в 9 раз, до 324. И только за 2019-2020 годы было создано 328 новых рабочих мест в сфере IT. И эта цифра растет с каждым годом. В будущем у передового IT региона Дальнего Востока есть все шансы стать одним из ведущих IT-субъектов страны. Это возможно благодаря реализации в Якутии федеральной программы «Цифровая экономика» и поддержке региональных властей IT-сферы. Дмитрий Тымыров, Георгий Григорьев, Якутия. День за днем. Главное спортивное событие недели. Чемпионат и первенство России по кикбоксингу в разделе К1 завершился в столице. Всего на соревновании участвовали сильнейшие бойцы из более чем 40 регионов страны. Чемпионат по кикбоксингу прошел в Якутии впервые. В домашнем чемпионате в копилке якутской сборной 2 золотых медали, 1 серебро и 5 бронзовых наград. Первое золото принес боец Петр Васильев. Он одолел спортсмена из Тывы. Первый бой попался краснодарский боец Кубов Амир. Было сложно боксировать. Первый бой всегда сложный. Потом в полуфинале боксировал своим с республики. Нормально выиграл. И финальный бой был напряженным. И мы готовились к этому. Второе золото завоевал кикбоксер Тимофей Сивцев. В финальном поединке он победил чеченца Сафая Насуханова. Якутский боец Денис Андреев в финале уступил чеченскому спортсмену Тамерлану Баширову и завоевал серебро. Отмечу, Баширов – это мастер спорта международного класса. Бронзовыми призерами стали Иван Захаров, Аял Местников, Михаил Иванов, Христина Васильева и Айталина Конешникова. Победители этого соревнования представят Россию на чемпионате мира, а также получат путевку на всемирные игры, которые пройдут в следующем году в Соединенных Штатах Америки. Глава республики Айсан Николаев поздравил спортсменов в социальных сетях и пожелал дальнейших побед. Тем временем пятикратная чемпионка России по марафонскому бегу Сардана Трофимова прилетела в родную республику. Спортсменку в аэропорту Якутска встретили
родственники, спортивное сообщество и журналисты. Сардана отметила, что подготовка к пробегу и сам марафон были сложными, так как это был уже 3-й старт за последние 7 месяцев. Напомню, 3 апреля якутянка в 5-й раз выиграла чемпионат России по марафонскому бегу в Сочи. Она преодолела дистанцию за 2 часа 28 минут и 28 секунд. Совсем скоро Сардана поедет в Киргизию на очередные сборы. И подготовка к соревнованиям, и соревнования сами прошли, можно сказать, тяжело. Вот. Ну, я была готова к этому, что буду бороться до конца, что девочки в этом году хорошо готовы, потому что Ковалева в декабре пропустила старт. Прокопьева, она не была так сильно готова, как она была сохраненная еще в декабре. Вот. Ну, я, в принципе, ожидала такую борьбу и вот были готовы. А вот спортивные поединки на лыжных трассах Алдана в самом разгаре. Спартакиада 2021 года проходит в ином формате, нежели предыдущие праздники зимних видов спорта. Для болельщиков и поклонников лыжных гонок старты и забеги транслируются в режиме онлайн. Впрочем, азарт и воля к победе среди спортсменов не ослабевают. Подробности у наших алданских коллег. Пристрелка оружия и тренировка перед горячим стартом. Самую захватывающую гонку биатлонистов поставили на финал спартакиады по зимним видам спорта. Да, настроение хорошее, погода тоже хорошая. Участвую давно уже, опыт есть. Для мужчин дистанция составляет 10 километров, для женщин 7,5 километров. Выбить спортсменам предстоит 5 мишеней из положений стоя и лежа. Как и полагается, сейчас одинаково важны как скорость прохождения трассы, так и меткость стрельбы на рубеже. Вот хорошо, что у нас сейчас разрешение мы осенью получили, наконец-то, что разрешено на нашем стрельбище стрелять. А то только могла сборная страны стрелять, России. А сейчас, раз мы начинаем работать уже здесь стрельбище, по крайней мере, алданские жители будут приходить сюда тренироваться именно в биатлоне. Развитие биатлона у нас немножко в таком состоянии, что оно 4 года назад набрало большие обороты резко. Это были спортсмены, которые у нас выступали на летнем чемпионате мира. Отличие чемпионата по биатлону 2021 заключается в том, что биатлонисты преодолевают дистанции налегке, без оружия на спине. Винтовки выдаются на стрельбище. Вообще для нас это разницы никакой не имеет, потому что мы привыкли и со стволом, и без кататься. Поэтому, для кого-то, естественно, будет легче, кто не умеет за спиной держать винтовку. Для нас это разницы никакой не представляет. В этом году из-за пандемии соревнования по лыжам и биатлону прошли 3 в 1. Спартакиаду предварило первенство по лыжным гонкам среди школьников и юниоров, а сама спартакиада проходит в рамках чемпионата республики. Лидеры, в принципе, показали свой класс, за кого ставили, они победили. Но во второй день немножко рокировка была, потому что по итогам первого дня биатлонисты Якутии выиграли 3 медали из 4, скажем так, золотые медали. А вот сегодня все-таки картина поменялась, все-таки гладкие лыжи, лыжники, естественно, вышли вперед в классической гонке спринтерской. Спартакиада зимних видов спорта, ставшая главным событием сезона, продолжается. На лыжню выходят сильнейшие спринтеры, перспективные юниоры, мастера и ветераны лыжного спорта. Силами и мастерством в забегах и эстафетах померятся более 150 участников со всей Якутии. У нас была такая пандемия, все видели, было трудности. Но в преддвериях этого все-таки мы этот сезон тренировались как следует, подготовились, и есть чем похвастаться в этом сезоне, а именно золотой медалью первенства России Николая Процука и уроженца поселка Чульман. Это очень отрадно видеть такой результат. И все удивляются в регионах, те же представители Удмуртии, Ханты-Мансийского автономного округа, как у нас, у якутов, получается добиваться таких результатов. Чемпионат по биатлону явился одной из завершающих битв. Спартакиада 2021 включила индивидуальные гонки классическим стилем, спринтерский забег, а также эстафету, которая закрывает праздник лыжного спорта. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан.
Еще одна радостная новость любителям спорта. Якутянка Анастасия Диадорова выиграла 2 золота чемпионата страны по плаванию. По итогам соревнований Анастасия заняла первое место в дистанции 50 метров баттерфляем и в эстафете 4 по 50 метров. Также она завоевала серебро в дистанции 50 метров вольным стилем. Чемпионат России по плаванию лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходил в Уфе с 5 по 10 апреля. Ну а сейчас мы прервемся буквально на 1 минуту. Не переключайтесь и смотрите далее в нашей программе. Как в регионе решается проблема обманутых дольщиков? В связи с погодными условиями на ледовых переправах начинается постепенное снижение грузоподъемности. Мы продолжаем программу. В связи с погодными условиями на ледовых переправах начинаются работы по снижению допустимой грузоподъемности. На сегодняшний день всего эксплуатируется 49 ледовых переправ, 2 переправы закрыты. С пятницы допущено снижение грузоподъемности на ледовых переправах Верхневилюйск-Харо, Нюрба-Кюндядя, Устье-Сунтар, Крестях-Мирный, Хандыга-Мегина-Алдан до 30 тонн. Помимо этого Вилюйск-Жиганск до 20 тонн. Что касается переправы Якутск-Нижний Бестях, то комиссия в составе сотрудников МЧС и Управления автомобильных дорог после мониторинга состояния льда и подъездных путей приняла решение о дальнейшей эксплуатации переправы без изменений. Состояние льда очень ценится как хорошо, подъездные пути тоже хорошие. И по метеопогодным условиям было принято решение ледовую переправу ставить без изменений. Это также 40 тонн, чтобы осуществлялось постоянное движение автомобильного транспорта, как грузового, так и легкового. Состояние льда вот нынче как никогда хорошее. Надеемся, что продлим как можно максимально данную ледовую переправу, чтобы пути сообщения между Якутском и Нижним Бестяхом состоялось нормально. В Якутии были утверждены сроки охоты на животных. Появилась возможность передвигать сроки охоты на турпана с 29 мая по 4 июня с общей продолжительностью не более 4 дней. Срок охоты на все половозрастные группы лося начинается с 15 сентября и продлится по 25 декабря. Увеличился осенне-зимний срок охоты на бурого медведя с 1 августа по 31 декабря, то есть увеличилась возможность охоты на берлоге. Сократились сроки охоты на дикого северного оленя с 1 августа текущего года по 31 января года следующего. Появилась возможность охоты весной на селезней уток до 30 дней, при условии, что охота осуществляется с подсадной уткой. Есть большое нововведение, да, которое в правилах охоты. Это охота с живой подсадной манной уткой. Не менее 30 дней они установлены у нас в республике в центральных южных заречных районах с 21 апреля по 20 мая. В Вилюйской группе районов, в Горном Кобяйском районе 24 апреля по 23 мая. Для охоты с живой посадной уткой охотник подает заявление на получение разрешения, и охота разрешается на одну подсадную утку не более 3 охотников. Вопрос жилья находится в приоритете властей республики. Так, в Якутии идет поэтапное расселение из аварийного жилья. По нацпроекту «Жилье и городская среда» подлежат расселению более 18 тысяч граждан. На сегодняшний день переселено 7400 человек или 40% от общего числа. Общая стоимость мероприятий программы составляет почти 10,5 миллиардов рублей. В том числе финансовая помощь госкорпораций, фонда содействия реформированию ЖКХ. Это более 10 миллиардов рублей. В текущем году планируется ввод в эксплуатацию 55 многоквартирных домов, в которых приобретено порядка 1500 жилых помещений. Тем временем Республиканский фонд защиты прав дольщиков приобрел права и обязанности застройщика-банкрота Черов и компания. В список объектов, которые будут достраиваться при содействии фонда, вошли 2 многоквартирных объекта. Это блоки Г1 и Г2 в микрорайоне Ильинка в Якутске. Кроме того, в списке еще один недостроенный объект компании «Монолитстрой», находящийся на улице Автодорожная. Ульяна Шагина расскажет подробнее.
конце 2000-х годов на карте Якутска появился новый микрорайон Ильинка. Именно здесь начали появляться первые дома с индивидуальным газовым отоплением, что в разы сокращало ежемесячные жилищно-коммунальные расходы. Наверное, этот факт привлек многих людей и как бонус – экологически чистый тихий район. Почти 8 лет назад, приобретая квартиру для престарелой матери в этом районе, Елена Иннокентьевна и не думала, что юбилейный подарок от детей обернется в многолетнюю борьбу за свои права. Думали, 75 лет ей будет, мы как подарок ей дети квартиру подарим, да, и на старости лет она будет жить в новой благоустроенной квартире. А получилось, что мы ждем уже 8 лет. Ей уже 81 год, она все ждет. А вот и тот дом, в котором Елена Иннокентьевна приобрела однокомнатную квартиру, точнее сваи. Кстати, выплатила всю сумму сразу, вступив в долевое участие. Строительство 32-квартирного объекта началось в далеком 2013-м компанией «Черов и К». Ждали, что через год объект закончат. Но ВОЗ и ныне там. Сегодня готовность объекта составляет всего 5%. Много очень пожилых дольщиков, да, сулусов с нашей республики. Они внесли, некоторые даже в кредит, в ипотеку залезли. И они оплачивают за несуществующее жилье, получается, да? Но обанкротившаяся сегодня строительная компания «Черов и К» успела оставить без крыши над головой более 100 человек. Среди них и Анатолий Мищенко. За эти годы уже успел выплатить всю ипотеку. Но ключи от однокомнатной квартиры до сих пор не получил. Оформил договор долевого строительства в 2013 году. Прошло 8 лет, но пока мы видим только свайное поле. И, естественно, я уже все выплатил. Но очень много семей в нашем коллективе, которые до сих пор платят неподъемную ипотеку. Я знаю несколько случаев, когда люди на нервной почве, в основном пенсионеры, они слегли, лежат, болеют. Потому что все это нервы, все это сказывается, а тем более организм уже пожилой. Все недостроенные объекты находятся рядом друг с другом. Если бы были достроены в свое время, здесь бы получился уютный микрорайон. В микрорайоне сегодня недостроенными остались всего 4 32-квартирных объекта. По 2 из них уже принято решение о выплате компенсации дольщикам, а оставшиеся 2 объекта переданы на достройку региональному фонду защиты прав дольщиков. Всего компенсацию получат дольщики 4 недостроенных объектов. Кто-то уже ее получил, а по каким-то объектам пока ведется работа. Размер компенсации рассчитывается, исходя из рыночной стоимости квадратного метра. Сумма устанавливается индивидуально для каждого дольщика и не может быть меньше, чем сумма, оплаченная по договору. 4 объекта, по которым будет выплачена компенсация гражданам. Это 2 объекта «Семир» и 2 объекта «Черов и компания». То есть это объекты, где очень низкая строительная готовность, поэтому принято решение, что строительство уже нецелесообразно и гражданам выплачивается возмещение. Так, только по проблемным домам застройщика-банкрота «Семир» компенсации получат 73 обманутых дольщика. Общая сумма выплат составит более 100 миллионов рублей. По Черов и К достраиваться будут блоки Г1 и Г2. Это в микрорайоне Ильинка. Срок, установленный законом на достройку, 3 года. Но в фонде заверили, что этот процесс, возможно, будет ускорен. Главное – пройти всю бумажную волокиту, в том числе и обследование фундамента этих заброшенных объектов. На сегодняшний день необходимо провести обследование, детальное обследование возведенных конструкций, чтобы определить вообще соответствие нормативным характеристикам, да, для того, чтобы перейти к этапу проектирования. После этого будет проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации, и уже надеемся, что в начале следующего года мы уже приступим к процедурам отбора, конкурсного отбора подрядчика. В едином реестре проблемных объектов Якутии сегодня числится 13 домов. Это 500 с лишним человек, которых обманули нерадивые застройщики. И все они ждут. Фонд для них сегодня последняя надежда. Наконец-то получить ключи от долгожданных квартир. Ульяна Шагина, Григорий Николаев, Якутия. День за днем.
Безусловно, каждый хочет жить в комфорте, однако даже если этот комфорт однажды пообещали, не факт, что так все и будет. Пример – Дальний Чанчик. Название говорит само за себя. Это один из самых отдаленных микрорайонов города Ленска. Был построен в 2001 году после наводнения. Заселяя сюда людей, им пообещали, что микрорайон будет комфортным для проживания. Но прошло почти 20 лет. Комфорта там как не было, так и нет. Подробности далее в сюжете. Воду подвозят водовозные машины платно, отапливаются жители дровами, которые тоже покупают за свой счет. Для многих такие расходы просто неподъемны. В микрорайоне сегодня проживает 280 человек, среди которых немало пенсионеров, которым справиться с такими проблемами вдвойне сложнее. Все жители объединяют одни и те же проблемы. У меня проблемы, да, пусть теперь вот это вот печное отопление, вот эта вода в мороз. И у нас, как я уже говорила, улица не сделана, дорога, то есть у меня получается дом и метров до дороги, наверное, ой-ой-ой. То есть это надо все очищать, чтобы водовозка заезжала. То есть у меня проблема именно вот в этой дороге. У нас нет подъезда к дому. Надо, чтобы, наверное, как-то услышали нас, как-то, мне кажется, забыли нас, что ли, тут. Не забывали, по словам представителей администрации, а просто, опять же, всему виной финансовая составляющая. По словам Алексея Урядникова, руководителя жилищного отдела, сегодня делается все, чтобы облегчить жизнь жителям микрорайона. Основная проблема – это, конечно, дороги. Мы прикладываем все усилия для поддержания того состояния дорог, которое было сдано в 2001 году. Наверное, жители видят о том, что они чистятся, да, они регулярно просыпаются, они градируются летом. Да, к сожалению, там нет должного дорожного полотна, вот как оно должно быть устроено согласно всех норм дорожного строительства. Соответственно, нет водоотводных существенных, да, системы водоотвода грунтовых вод. Все, что можно сегодня сделать от города, оно делается и поддерживается. И нужно же понимать о том, чтобы запроектировать это все, да, в капитальном варианте, но это будут не 1,1 миллиона рублей. Многие живут здесь с самого основания микрорайона и к проблемам привыкли, но не смирились. Часть жителей, у которых была финансовая возможность, как, например, у семьи Куцак, они комфортное проживание обеспечили себе сами. Установили большие емкости, к которым подвели все коммуникации. Также провели электроотопление. Таких жителей волнуют уже совсем другие проблемы Чанчика. То у нас уже продолжительное долгое время отсутствует вообще магазин. То есть приходится на автобусе ехать там с большими сумками. Также Виктория пожаловалась на отсутствие освещения на небольшом отрезке дороги, ведущей в микрорайон, также на въезде в сам Чанчик, на отсутствие тротуаров, а также детской и спортивной площадки. И действительно, здесь всего этого нет. Нет еще и много чего необходимого для комфортного проживания. Так, например, весну жители микрорайона ждут с содроганием сердца. Талые воды польются во все ограды. По водоотведению, конечно, тоже проблема очень большая, потому что весной строим дамбу вручную. Вода вся эта, если не построишь, вся хлынет во двор. Часто топит. И она, в принципе, все лето там внизу, микрорайон, она долго очень стоит. Вот надо этот вопрос как-то решать. По лесу уже говорили, что все очень близко к домам. Не дай бог пожар, мы тут сгорим вообще махом. И вода, конечно, самая главная проблема, очень дорогая. Очень дорогая вода. Что касается цен на воду, то тут тарифы устанавливает Республиканская экономическая комиссия. Поэтому эту проблему, как и многие перечисленные, городские власти решить не смогут. Вода, многие жители говорят о том, что вода сегодня дороже привозная, чем централизованная, и это объективно. Объективно почему? Потому что Госкомцен утверждает централизованную воду, да, и там расходы согласно объемов потребляемой воды и количества населения, находящегося в центре города, да, и системы водоснабжения, то есть это водопроводная система. Соответственно, себестоимость кубометра воды централизованной, она будет меньше, чем подвозная вода. По словам жителей Чанчика, за 20 лет в микрорайоне были заменены линии электропередач и оборудованы площадки для сбора мусора. На этом все. А народу тут достаточно много живет и очень много домов. Молодежь сейчас сюда переезжает тоже, кому-то хочется в своем доме жить. Мы тоже переехали, жили на Алроса, но там невозможно тоже жить. И там же стены, это миновато, все, дети аллергией страдали. Нам тут жить-то нравится.
После разговора с начальником отдела ЖКХ подведем итог. Агентство субсидий возместит отдельной категории жителей затраты на воду и дрова. В этом году будет рассмотрен вопрос установки детской игровой площадки и указателя местности в микрорайоне. Ну а вопрос водоотведения и реконструкции дороги требует помощи от районных и республиканских властей. У городской администрации средств на решение этой глобальной проблемы нет. Теперь жители могут надеяться только на помощь республики. В завершение хочется сказать, что к нам обратились жители Чанчика и сказали, что после выхода первого сюжета в эфир дорога в микрорайон была почищена. Ну, у нас, не представляете, почистили все улицы. Никогда не было. То есть вот сколько я здесь живу, чтобы весной грейдер проходил, ни разу. То есть вычистили все улицы прямо до земли. То есть проезжаешь, никакой ни слякоти, ничего нет. Хотела бы сказать вам огромное спасибо. Теперь жители могут беспрепятственно добраться до своих домов. Хочется надеяться, что и талых вод будет меньше. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Денис Семенов, Ленск. Сейчас мы прервемся буквально на минуту. Не переключайтесь и смотрите далее в программе. Как сохраняют традиции и обычаи своих предков малочисленные народы в современных условиях. Человек-легенда. Наши корреспонденты пообщались с родными Юрия Гагарина. Мы продолжаем программу. Около 50 национальных наследов, в которых компактно проживают малочисленные народности Севера, образованы в нашей республике. В Усть-Майском районе их 3. Как удается сохранять традиции и обычаи своих предков, смотрите в нашем материале далее. Уже традиционным стал фестиваль эвенкийской культуры в Усть-Майском районе, который способствует сохранению родного языка и культуры эвенкийского населения Улуса. Пропагандирует декоративное прикладное творчество. Это мероприятие собрало и представителей Республиканской ассоциации коренных малочисленных народностей Севера. Со мной приехали участники, они из представителей Залёкминского района и Алданского. Мы приехали с выставкой, с такой вот ознакомительной миссией, в чем-то помочь, может быть, нашим землякам, сородичам. Усть-майцы встретили гостей фестиваля с эвенкийским гостеприимством по всем национальным традициям, открыв районный фестиваль «Дар предков-2021». Все прошли через обряды Чепчикан и Имты. Выставка-ярмарка «Узоры Севера» выявила работы талантливых исполнителей прикладного творчества. Круг интересов людей очень разнообразный. И нужно отметить, что даже тот момент, что появились много людей, которые имеют уже свои национальные эвенкийские костюмы. Это тоже радует. В 3 национальных наследиях Усть-Майского района – Кюбцах, Ижанцах и Петропавловске – проживают эвенки, которые возрождают и сохраняют свою культуру, обычаи, традиции, язык своих предков. Ведь не секрет, что одной из наиболее актуальных проблем в местах компактного проживания малочисленных народностей является утрата родного языка и ряда культурных элементов. Пускай сохраняется наша традиция, культура, пусть не забывает наш родной язык. Эта традиция обязательно идет вперед. Мы должны передать наши секреты мастерства наших предков к подрастающему поколению. Усть-майцы и гости из других районов нашей республики в ходе общения показали свое стремление изучать и развивать свою культуру и владение родным языком. Раньше мама пела эту песню, потом я этим очень горжусь, что я мамину песню я вытащила на свет. Управление культуры и духовного развития Усть-Майского района пропагандирует и развивает национальный эвенкийский фольклор, а администрация муниципального района создает среду творческого общения, поддерживает инициативы в укреплении материально-технической базы и участие в республиканских конкурсах и мероприятиях. Наша цель – это представлять законные интересы эвенков, коренных малочисленных народов Севера, которые проживают в Усть-Майском районе, защищать их права, представлять их интересы. Финальным аккордом мероприятия стало шествие участников фестиваля в национальных костюмах по центральной улице райцентра. На площади Славы состоялся флешмоб «Знак вечности», показывающий, что культура эвенков не исчезнет, а эвенкийский очаг всегда согреет любого человека
И мы, усьмайцы, живем в многонациональном районе, который любим и должны беречь для наших детей, внуков и правнуков. Юрий Таюрский, Тимур Канаев, поселок Усьмая. В нашем волшебном мире. Так называется детская книга, презентация которой прошла на этой неделе в Якутском медиацентре. Ее авторами стали девочки-инвалиды, жительницы Якутска. Автором текста является Валерия Амосова. Девочка имеет непростой диагноз, она не говорит и прикована к инвалидной коляске. Однако это ей не помешало окончить школу, а затем и техникум инвалидов. А вот яркие сказочные иллюстрации принадлежат Полине. Сегодня девушка учится в Национальном социально-педагогическом колледже. В ее планах карьера художника-мультипликатора. В сборник вошли 5 сказок. Героями книги стали обычные люди, а также волшебные существа. Главная цель проекта – помочь детям и подросткам с ограниченными возможностями реализовать себя в разных сферах жизни и показать, что любые мечты осуществимы. Дети с непростыми диагнозами, но чрезвычайно талантливые. И вместе с моей коллегой, журналисткой Вероникой Чупровой, мы решили сделать этот проект, то есть помочь талантливым детям реализовать себя. Вот, в частности, выпустить эту книгу. Проект благотворительный целиком. Мы хотим сделать вот этот выпуск этой книги первым шагом в каком-то большом потом проекте, который будет заниматься именно талантливыми ребятишками. На этой неделе в стране отмечали и День российской анимации. В далеком 1912 году состоялась премьера первого российского мультипликационного фильма «Прекрасная Люканида». Это была работа биолога Владислава Старевича про несчастную любовь из жизни насекомых. Если говорить о Якутии, то мультипликация у нас развивается тоже довольно активно. Например, резиденты IT-парка создают мультфильмы для детей от 2 до 5 лет на английском языке. При создании серий мультфильмов они консультируются с психологом, чтобы их контент максимально был комфортным для детей и не вызывал негативных эмоций. В дальнейшем молодые люди хотят выпускать свои мультфильмы на русском и якутском языках. Берем таких маленьких детей, мы как бы учим их, показываем, как бы, что такое, какие есть цвета, допустим, да, учим их цифрам, допустим. У нас есть также серия вот number, например, есть, да, есть, получается, учим их фигурами геометрическими, допустим, какие у нас есть фигуры, квадрат, треугольник, например, да. И за основу мы пока у нас взяли животных, маленьких мимишных таких. В дальнейшем мы еще хотим выпускать серию про роботов. То есть у нас будет, мы еще немного ограничим аудиторию, то есть не только от 2 до 5 лет, и также и вот школьники, то есть младшие классы. Ну а что касается якутского кино, то оно продолжает покорять зрителя по всей стране. Так, фильм режиссера Михаила Барынина «24 снега» о жизни якутского коневода в Арктике вышел в прокат в кинотеатрах 3 крупнейших городов России – Санкт-Петербурге, Москве и Новосибирске с 8 апреля. Картина рассказывает о коневоде Сергее, который большую часть жизни живет в тундре, ухаживая за табуном. С каждым годом мужчина все больше времени проводит вдали от деревни, встречаясь с семьей лишь несколько раз в году. Несмотря на изнуряющий быт севера и трудности работы, герой продолжает оставаться счастливым. Фильм является обладателем множества наград российских кинофестивалей. Ну а завтра, 12 апреля, весь мир будет отмечать юбилей первого полета в космос. 60 лет назад Юрий Гагарин совершил невероятный подвиг. Съемочная группа нашего телеканала в преддверии праздника посетила родные места первого космонавта, пообщалась с его родственниками и узнала, как связаны Якутия и Гагарин. А также выяснила, какие тайны скрывались под грифом «секретно» более полувека. Подробности у Максима Кардозу. Мы находимся в Смоленской области, на родине первого космонавта. Это дом, в котором родился Юрий Гагарин. А во дворе здесь находится памятник матери первого человека, который полетел в космос, Анне Тимофеевне Гагариной. И только представьте себе, это подарок от якутян. Памятник установили в городе Гагарин ровно 20 лет назад по инициативе первого президента Якутии Михаила Николаева. В 2000 году с рабочим визитом он оказался на родине знаменитого космонавта и искренне удивился, что память о матери Юрия Гагарина никак не увековечена, и предложил свою помощь администрации. А мы тогда формировали у себя в родине культ матери, потому что наш народ испокон веков всегда уважительно относился к матери, женщине. И мы не случайно первой в России установили праздник всенародный, День матери.
По просьбе Михаила Николаева в Гагарин приехал известный якутский скульптор Эдуард Пахомов. Он внимательно изучил семейные архивы Гагариных и создал эскиз будущего памятника. Торжественное открытие мемориала состоялось в 40-летнюю годовщину первого полета человека в космос. И вот когда сбросили покрывало, вы знаете, вот у меня пошли мурашки по коже. Эдуард, он не только вот схватил черты лица Анны Тимофеевны, он передал ее характер. Ее этот взгляд теплый, так вот как можно в бронзе передать теплый взгляд? Вот как? Но он это сумел. Памятник матери Гагарина стал неотъемлемой частью местного туристического маршрута, а гости в этих местах бывают часто. Здесь расположено сразу несколько музеев, все они связаны с космонавтикой. Это музей первого полета человека на орбиту. Здесь в подробностях можно узнать о подготовке Гагарина к миссии. Это настоящая сурдобарокамера, которая использовалась при подготовке первых космонавтов. В таком замкнутом пространстве человек должен находиться от 10 до 15 суток, полностью отрезанный от внешнего мира. Здесь проверялось нервно-психологическое состояние будущего космонавта, пилота, ведь действительно человек должен оказаться в космосе один на один с собой. С момента полета Гагарина прошло 60 лет, и сегодня рассекречены документы, рассказывающие о деталях той миссии. Дело в том, что космонавту пришлось столкнуться с несколькими серьезными внештатными ситуациями, которые могли закончиться трагедией. Причем все пошло не по плану с самого начала. А ввиду того, что двигатель второй ступени сработал на несколько секунд дольше, корабль Гагарина был выведен на орбиту на 100 километров еще выше. И поэтому траектория полета изменилась. Все были очень обеспокоены этим. Уже когда полет закончился, сработала тормозная двигательная установка, и она должна была отделиться от самого космического корабля. Но прошла минута, вторая, третье отделение не происходило. Началась сильная закрутка корабля. С историей первого полета к звездам в этом году смогут познакомиться и якутские школьники, участники Олимпиады «Старт в космос». В рамках образовательной программы они посетят звездный городок в Королеве, пообщаются с настоящими космонавтами и обязательно приедут в Гагарин, чтобы из первых уст услышать невероятную историю начала покорения Вселенной. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Джур Березкин, Смоленская область. Именно такой была эта неделя. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». Для вас в студии работал Иван Лазаренко. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и до встречи в эфире.